Вести Кудымкарнима информационная программа. Студиян Людмила Дмитриева. Метод стамтяныс юризен каднын Олаком и Пермянской округ. Талун выпускын. Кудымкарын аджиса нелегалызыз, кытын не уджалыса. Акань фанташлый скарищ пьескат. Кудымкарын пондочис межмуниципальный фестиваль. Кудымкарской районной хозяйстве спомалыса посевной компания. Кудымкарский район завершил посевную кампанию. Весенние полевые работы велись в 18 сельхозпредприятиях района. Яровой сев по плану необходимо было провести на площади 8321 гектар. На сегодняшний день яровой сев произведен на площади 8468 гектаров, в том числе засеяно 2238 гектаров пшеницы, 1656 гектаров ячменя, 606 гектаров однолетних культур. Посев многолетних трав произведен на площади 974 гектара и беспокровный посев многолетних трав 743 гектара. Первыми посевную кампанию завершили СКПК «Россия». Этим хозяйством посеяно 3480 гектаров зерновых и зернобобовых культур, что составляет 41% от районного показателя. Ими посеяно 968 гектаров пшеницы, 1253 гектара ячменя, 912 гектаров овса. Кудымкарын чилочиса проверка из предприятия с вылымкатан уджаланы мадик страна зиш ез. Валыса аджимаш уна закончу гаммез. Пашкыджика это елыш вещащас Дмитрий Буланов. Житель Кудымкара Василий Никулин на фирменном китайском оборудовании трудится один, хотя еще недавно у него был наставник. Правда, коллегу-китайца депортировали, стажировка не закончена, теперь приходится надеяться на собственные силы. Покажут, где, как работать, как пропустить, как по качественнее доска, чтобы пошла. Полицейские и специальный отряд быстрого реагирования в рамках мероприятия «Нелегальный мигрант» проверили 60 объектов, на которых работают иностранцы, выявили более десятка нарушений, в том числе с предприятия «Лесинвест», организованное китайским инвестором. Ваном Юйцаем отправили на родину 10 жителей Поднебесной. Пресечено 10 фактов осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности в России с нарушением установленного порядка, а также факт незаконного привлечения работодателем к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных работников. Лесинвест специализируется на изготовлении березовой доски и планировали в будущем производить палочки для еды. Китайцы обучали жителей округа работе на специализированном оборудовании. Теперь все застопорилось. На данный момент на предприятии продолжают трудиться еще 40 человек. Это люди, которые живут на территории Пермянского округа. Но с потерей иностранных специалистов производственные мощности сильно упали. Между тем, руководство предприятия уверено, что с документами иностранцев все в порядке. Был и трудовой договор, разрешение на работу и приказ о командировке. Считают, что китайцев отправили на родину незаконно и оспаривают решение суда. Пермский краевой суд вернул на новое рассмотрение по 2 гражданам Китая дело. Дело решилось в их пользу. А в отношении остальных мы собираемся продолжить обжалование в надзорной инстанции. Если потребуется, дойдем до Верховного суда. Пока же идут судебные процессы, о китайских палочках можно забыть. Ведь для работы на специализированном оборудовании нужны профессионалы. И вопрос открыт, смогут ли соседи России вернуться на производство. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести Пермь. Тулы спома пондатаны сочины варрез. Имеет бы ордены сочеммез, отерла йортаны сылыч школа вижны асис пожароопасной каткоста вырын да сыгагыр. Май месяца кыры без давиджи звылынка струны шезве в тиш вильтрунын и артманы быткот сочеммез. Отерпетаны этерашачичны и еча думайтаны асгагырищ вырва елыш. В этом году пожароопасный сезон официально приказом Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края по Кудымкарскому району открыт с 21 мая. Но, к сожалению, до открытия пожароопасного периода на территории нашего лесничества произошли уже 2 возгорания. Причинами данных пожаров послужило неправильное обращение или нарушение правил пожарной безопасности местными жителями, гражданами.
Оба пожара, они вблизи населенных пунктов были. Максимальное расстояние до километра, то есть может поменяться ветер и по сухой траве перейти уже на населенные пункты. Это уже другое совершенно другая ситуация. Мы знаем, что по Российской Федерации есть, где целыми деревнями выгорали населенные пункты. Призываем, чтобы граждане соблюдали данные правила и не нарушали правила пожарной безопасности. Тавыша погодя, кати озгашат шонут луннезан, но качать отцалис ордены вырезан сочеммез. А шонут лунны що жалуаса и варгагырн шочищем коста, отиры скороны вижны тедвылын, билан аркмым опасность юлищ. При наступлении 4 класса пожарной опасности запрещено посещение леса, запрещено выжигание сухой травы, запрещено разведение костров вне отведенных для этого местах. И если данные правила нарушаются, граждане и физические лица, и юридические лица, и должностные лица привлекаются к административной ответственности. До 5000 в зависимости от того, какой класс пожарной опасности. Максимальный штраф 5000. На должностных лиц, если, значит, это тоже послужило каким-то распространением большого пожара, максимальный штраф это 50 000, а на юридических лиц до 500 000. Тава кудым челять саддеза медоджейш локтаса джин тысячамым дапи. Матичкады аймам мезлащитаса путевкез. Май месяц чулачи скорич дошкольный величан заведения за комплектованием. И гожумпома картилять саддезен луаса чулатамаш ремонтной уджес, сечиниш убыстис оща сочелядек кезла. На учете 2015 года рождения состоят у нас более 100 детей. Плюс дети дошкольного возраста посещают у нас 16-й детский сад. Где-то в пределах 70 детей мы их тоже переведем по месту жительства. То есть в пределах 200 детей мы должны 2015 года рождения устроить по месту жительства. 2016 года рождения на учете у нас стоит более 370 детей. Из них имеют льготную категорию 116 детей. Это имеющие статус многодетной семьи, служащие прокуратуры, полиции, СИЗО, МЧС, и 4 ребенка, имеющие инвалидность или один из родителей инвалид. 2017 год рождения 41 ребенок, из них у нас 13 льготников, также 116 детей 2016 года рождения мы включили, которые имеют льготную категорию, а остальные дети попали 2016 года рождения до 28 апреля 2016 года рождения. У наших челядсаддызын луаса оштымыш ментушет песпонда группез. Джиркык челядсадын кадналашетымыш витет да даскыкат школаезын примитаны куим гочан пезаз. Путевки будут выдаваться с 3 июля по 31 июля. И родители, имеющие льготные категории, должны предоставить справки, если это статус имеющий многодетной семьи малоимущую, то справку с территориального управления Министерства социального развития. Если статус просто многодетный, то свидетельство о рождении всех детей и паспортные данные и страничку, где указаны все дети. Сотрудники, работающие в прокуратуре, в СИЗО, в полиции, в МЧС, в ГУФСИНе, необходимо предоставить копию служебного удостоверения и справку с места работы. Родители или дети, имеющие инвалидность, предоставляют справку с ВТЭК. Путевки выдаются при наличии пройденной медкомиссии. Путевки спондасы считавны июль медбарьялунач. Сеща, ежели кольчаса местез, луас чулотам эше этик комплектованию. Людмила Дмитриева, Алексей Быков, Вести Кудымкар. Акан нима межмуниципальный фестиваль тава пондаш чулетчины да садпырща. Кышым мероприятие с чулетаса. Это елыш оджлань. Акань быра панташа аслас йортес кат Кудымкар ишпиескат. Тавыша межмуниципальный фестиваль чулетчи неделя и пондечисия ашама панташем мешань. Аканьлан уроккес это садики спонда нежит величан программа. Целую неделю нас встречают детские сады города Кудымкара. В уроки Акани входят 2 урока. Это прогулки с Акань, где ребят встречает национальная игрушка, символ нашего фестиваля кукла Акань. С Коми-Припятского Акань это как раз кукла. И проводит с ребятами веселые игры, которые разработали специалисты культурно-делового центра в рамках фестиваля.
И второй урок – это «Просыпаемся, Акань». То есть это программа, когда ребята только просыпаются после дневного сна, и их будет именно кукла Акань. И учит их, соответственно, соблюдать ритуалы гигиены, дорожка здоровья. То есть все то, что ребенок должен уметь сегодня делать после сна. Челядь панташины коми пермянской сказки злан герой ескат, йомакат да аканькат, тацачины национальный вашкат де шаурсаннезан. На этом празднике было очень много веселых игр. Пермянские игры очень интересные, они очень веселые. А еще орсем коста челядь вилатиса коми пермянской кыввез, не атадисанин кым, кушак, кань дашир, пу, пызан, дамади кыввез. Мне понравилась Акань и мне понравились игры Оша Миша. Она мне нравится, потому что там смешной медведь. Я сама не знаю конь-пермянский язык, но мне бывает в голову приходит слово какое-то, и оказывается это конь-пермянское слово. Бывает. Челядь сад дизынычым панташем без понтаса чулочины еше куим лунчарна. Помащас фестиваль ыжит праздникан. Июнь, как я мысат луна, а кань понтас вечичный гэщиза скарищ культурно-деловые центры. Традиционно будет работать ярмарка-продажа, да, мастеров декоративно-прикладного искусства. Нынче мы везем экспозицию пермского скульптора Валентины Ракишевой, которая представит свои большие скульптуры из бересты. В рамках фестиваля пройдет также шествие «Парад колясок». Продолжит это шествие и кукольные дефиле. Мы приглашаем также горожан нарядить их деток в кукол. В рамках фестиваля пройдут несколько конкурсов. Это конкурс детских творческих коллективов «Гажа Акань». Стоит отметить, что к нам нынче приезжают и Татьяна Гельцер, и Ольга Попова. Это народные мастера, которые также проведут мастер-класс для мастеров-кукольников. Они научатся делать новые изделия в виде куклы, которая тоже потом станет новым экспонатом в нашем музее Акань. Праздничный лунан программа «Пычкин» гащица спонда свечичный уна ащамаз. Сыч, например, татан поздравитаса том гозяс, да чулатаса ныкат, коми пермякизлан гатращем обряд иштор. Ну а помащас фестиваль традиционная. В рамках фестиваля пройдет конкурс «Акань-шоу», который, собственно, и завершит фестивальный день. Конкурс среди дошкольников, он стал тоже у нас традиционным. Он тоже отмечает нынче свое десятилетие. Организаторы скоро наотирас локный праздник было, медбенеджир гажина чулотный проскад, но и подынжик отцачный коми пермякизлан традицияскат. Людмила Дмитриева, Алексей Быков, Вести Кудымкар. Локтан крещения Косинский район чулотаса «Русская печка нима» краевой фестиваль. Косинский муниципальный район с особым радушием приглашает всех желающих 10 июня на праздник «Русской печки» в село Чураки Левичанского сельского поселения, где каждый участник сможет прикоснуться к настоящему своими руками, почувствовать, прочувствовать всю простоту сельской жизни и убедиться в значимости старинных бытовых традиций и обычаев. Деревенские знатоки чураковской стороны научат перемалывать зерно в ступке, ставить знатную квашню, растапливать русскую печку и выпекать сытные шани. Настоящие печники просто так каждому, кто пожелает, подарят советы о том, как основательно бить глиняную крепкую печку. Это будет настоящий мастер-класс. После этих всех дел и забот будет настоящий сельский концерт. Поэтому мы всех своих дорогих земляков приглашаем на праздник «Русской печки» в Косинский район. Начало всех мероприятий – 12 часов дня. И это был МБДС, Велич Пандашам Ашин, это ЖКД. Аджишлытадж.